Тампонском районе конец февраля и начало марта ознаменованы памятными и значимыми мероприятиями, посвященными Году защитника Отечества в Российской Федерации, Году защитника Родины в Республике Саха-Якутия и Году памяти и единства в Улусе. Смотрите в этом выпуске главные новости из Тампонского района. В селе Крес-Хальджай Тампонского района, на родине Героя Советского Союза, прославленного снайпера Федора Хлопкова, состоялся муниципальный этап республиканской военно-спортивной игры «Снежный барс», посвященный 80-летию Великой Победы. В играх приняли участие 7 команд. Наш состав составляет 10 человек, 7 из них новенькие. Им очень интересно и очень познавательно узнать всего нового, поучаствовать в «Снежном барсе» в первый раз. Конечно, успехи не очень, так как 7 класс, они пока еще не совсем зрелые, так скажем. Пытаются, но стараются ребята, молодцы, я ими горжусь, они все молодцы. Раньше, в прошлом, мы недавно также приехали с Алдана, буквально вчера, с армейского слета, и сразу же сегодня утром поехали на такое мероприятие. Соревнования состоялись по зачетным программам 7 этапов. Игра началась со строевого смотра «Статен в строю, силен в бою». Парадом командовал руководитель районного штаба юнармии Аял Винокуров. В этом этапе лучшие результаты показала Крест-Хальджайская команда. Самый сложный этап, я считаю, что это строевая подготовка и эстафета. От них очень много зависит. Этап общая физическая подготовка довольно сложный, но это было довольно легко, потому что все участники нашей команды – спортсмены. Например, у нас в команде есть борцы, легкоатлеты. Также есть ребята, которые занимаются в тренажерном зале. Далее параллельно прошли все этапы. В неполной разборке и сборке АК-74 отличную подготовку показала Тампонская гимназия. В военизированной эстафете очень слаженно и четко отработали юнармейцы Джбарики-Хаинской школы. Во всех остальных этапах – снаряжение магазина патронами, тестирование ратной страницы истории Отечества, общей физической подготовки и пулевой стрельбе – не было равных хозяевам соревнований. Игра «Снежный барс» – это школа мужества, дисциплины и коллективизма. Как показали состязания, только командный дух и упорная работа всей команды может привести к победе. Мой рекорд по разборке и сборке АК-74 составляет 15 секунд, самый быстрый в школе. Также патроны составляют 18 секунд, сборка патронов, также рекорд школы. Здесь патроны получились 24. Патроны не наши, автомат тоже не наш. Автомат очень был трудный, тугой, прям сильно. Получилось 31, но это пока что рекорд. В результате упорного соперничества победителем игр стала команда Крест-Хальджайской средней школы. Второе место заняла команда Тампонской гимназии. Третье – Джбарики-Хаинская средняя школа. Команде-победителю Берген предстоит выезд на республиканскую военно-патриотическую игру «Снежный барс», где ребята будут защищать честь Тампонского района. В Центре детского творчества поселка Хандыга торжественно открылся кабинет «Беспилотные летательные аппараты». Обучать навыкам управления беспилотными летательными аппаратами будет ветеран специальной военной операции, командир отделения БПЛА Анатолий Тарабукин. Для занятий БПЛА отведен просторный зал в Центре детского творчества, который полностью отремонтирован и оснащен современнейшим оборудованием. Это первый специализированный класс БПЛА в Тампонском районе. Эта инициатива Яковом Иннокентьевичем уже давно была озвучена, и благодаря нашему ветерану боевых действий, участнику специальной военной операции, она воплощена в жизнь. Надеемся, что количество учащихся будет только увеличиваться, и так как сегодня изучение БПЛА очень актуально и интересует разный возраст населения. В класс приобретено 5 мощных персональных компьютера стоимостью 750 тысяч рублей, мультимедийный проектор, 11 дронов, 2 из них тепловизорами.
Также для детей организована отдельная зона отдыха с мягкими пуфиками. Я думаю, будет очень полезным обучиться навыкам БПЛА, потому что сейчас это очень модно, в принципе, уже без дронов уже, это будущее, по идее. То есть они бывают даже сейчас в промышленных масштабах используют, то есть для посева, фермерские какие-то задачи выполнять. Для МЧС, допустим, спасательных работ, находить пропавших людей, которые заблудились в лесу, допустим, либо находить пожары на очень больших дистанциях, скажем так. В этот день учащиеся Тампонской многопрофильной гимназии и Хандыкской средней школы со своими педагогами первыми испытали возможности новых компьютеров с симуляторами. Сразу после открытия в кружок записались несколько ребят. В группах будут учиться 15 детей с 5 по 11 классы. Я это пробовал не впервые. Компьютеры здесь очень мощные, не лагают, и для того, чтобы уметь пилотировать, надо иметь хорошую реакцию, натренированные пальцы. И я, наверное, хотел бы записаться. Специализированный кабинет БПЛА открывает для обучающихся новые перспективы и компетенции, позволит участвовать в различных конкурсах в области БПЛА, разрабатывать различные проекты по темам. С 1 по 2 марта поселок Хандыга стал центром якутской национальной стрельбы из традиционного лука. В течение 2 дней в ДЮСШ имени Виктора Лебедева проходил 2-й республиканский турнир на Кубок главы Тампо. Организаторы соревнований, проводимых в райцентре Тампонского улуса с 2024 года, Республиканский центр национальных видов спорта имени Василия Манчары, Федерация по якутской национальной стрельбе из традиционного лука Республики Саха-Якутия, администрация Тампонского района, отдел спорта, управление культуры района и ДЮСШ имени Виктора Лебедева. В этом году турнир «Кубок главы Тампо» собрал сильнейших лучников республики, лидеров сборной Якутии, а также юных спортсменов и ветеранов. Состязания проходили по 6 возрастным категориям. Спортсмены соревновались по 3 видам – кобах-заяц, кус-утка и тинь-белка. В прошлом году было участников 180. В этом году количество участников увеличилось на 100 человек, то есть 280 человек принимали участие в наших соревнованиях. С каждым днем, можно сказать, результаты все сильнее и сильнее. На каждых соревнованиях мы удивляемся. То есть если из возможных 16 попаданий в зайца, девушки вчетвером попадают в мишень, борются за 1, 2, 3 место между собой. Это очень большой показатель соревнований. Триумфатором турнира стала команда Татинского улуса. В ее копилке победы в троеборьях по 3 возрастным категориям. Среди девушек у Даяны Борисовой 59 очков. Среди женщин лучший снайпер Нюргуяна Макарова. Среди мужчин основная борьба развернулась между главными соперниками Прокопием Маттуевым из Татты и Борисом Баишевым из Чурапчи. По итогам 3 упражнений суммой 75 очков, опередив конкурента на 2 очка, золото забрал Прокопий Маттуев. Среди юношей в троеборье пальму первенства завоевал Баян Васильев, Усть-Алданский улус. У него 44 очка. Среди мужчин-ветеранов 70 очков по 3 упражнениям набрал Николай Васильев, Вилюйский улус, 70 попаданий в цель. Среди женщин-ветеранов, выбив 72 очка, в победители вышла Марьяна Игнатьева, команда «Аюр-Оленек». Так, соревнования прошли на высоком организационном уровне. Есть выполнение норматива мастера спорта. Это Макарова Нюргуяна из Татинского района. Она выбила 81 очко. Это очень хороший результат. Это уже норматив мастера спорта Республики Саха-Якутия. Сейчас попадания очень качественные. Уже спортсмены уже почти не ошибаются. Поэтому развитие есть. И этот турнир – толчок уже к развитию спортивного мастерства. Самым захватывающим зрелищем стало абсолютное первенство. Среди мужчин за главный приз сражались Нюргуяна Макарова Татта и Керели Такос, клуб Хатой Нюрба. Но в этот раз фортуна была на стороне Нюргуяна Макаровой. Среди мужчин за звание лидера в финал вышли 2 стрелка.
Степан Миронов, команда Хаттой Амма и Геннадий Мандоев Тампо. Но в результате победу одержал амгинец, а Геннадий Мандоев удостоен звания серебряного призера. Честно скажу, основные соперники Баишев Борис и Мактой Прокопий не присутствовали. Вот это вот тоже осадно было, да. Но все равно и были очень хорошо стреляющие люди, да. Ну, не могу перечислить. А так, да, я, наверное, преодолел одну свою боязнь соревнования, хотя бы выиграл абсолютно, да. Ну да, не получилось на обычных этих. А так все нормально, вообще классно. В номинации «Самый юный участник» награду получил 11-летний Георгий Захаров Тампо, а как самый возрастной участник отмечен Петр Неустроев, 77 лет, клуб «Чалбон» Нюрба. В номинации «Самые перспективные» победители Владимир Назаров Тампо и Чемелина Алексеева, спортивный комплекс «Матун», город Якутск. Самым метким в упражнении ТИН «Белка» среди мужчин стал Владимир Корякин, Чурапча, среди женщин Нюргуяна Макарова, Татта. Победителям абсолютного первенства сертификаты по 50 тысяч рублей в каждой категории. Чемпионам по отдельным упражнениям троеборья и победителям номинации вручены денежные сертификаты и ценные призы. Общий призовой фонд составил 450 тысяч рублей. Этот турнир стал серьезной подготовкой к 22-й спартакиаде по национальным видам спорта «Игры Манчары», которые пройдут этим летом в Татинском Улусе.